Добрый день! В эфире «Молодежные дебаты». Тема нашей программы «Каникулы во время пандемии». Проведу дебаты я, Елена Янак. Представлю вам наших участников. Дмитрий Гороба, ученик 12 класса лицея имени Дмитрия Карачебана. Настя Кирилловская, ученица 12 класса лицея имени Гайдаржи. Ирина Николаева, студентка Камрадского государственного университета. И Алена Барбарош, ученица 12 класса лицея имени Карачебана. А также эксперт Третьяк Ольга Ивановна, начальник отдела по развитию молодежной политики Гагаузии. Напомню телезрителям, что тема сегодняшних дебатов – каникулы во время пандемии. Сегодня мы поговорим с нашими участниками о том, как они проводят это лето в период пандемии и чем им запомнится 2020 год. Для начала я предлагаю посмотреть репортаж, а после мы перейдем к обсуждению. В связи с пандемией молодежи приходится находить занятия, которые будут соответствовать новым мерам безопасности. Как отметило большинство опрошенных жителей города, планы на лето у молодежи изменились в связи с пандемией. В свое свободное время молодежь предпочитает уделять спорту и читать книги. Планирую сидеть дома и в течение времени выходить на улицу и гулять, и все. У меня никогда не бывает планов на лето. Все спонтанно получается. Хотелось поехать куда-нибудь отдохнуть, но из-за пандемии все границы закрыты. Я хотел поехать в лагерь, но из-за пандемии его отменили, поэтому не получится. По утрам утренняя пробежка, потом на работу, потом после работы почитать немножко и потом спать. Свободное время обычно я провожу. Больше всего я провожу, конечно же, за компьютером, а иногда в перерывах могу и почитать книгу, либо заняться спортом. Там зависит от ситуации. Раньше все лагеря уже готовились к лету, начинались какие-либо ремонтные работы. Но, к сожалению, из-за пандемии пришлось закрыть все лагеря, чтобы не подвергать людей опасности заразиться коронавирусом. Сегодня, к сожалению, дети не будут иметь возможность отдохнуть в летних лагерях. Но у нас предусмотрена другая форма работы с детьми. Она необычная, она неоднозначная, нестандартная. Это онлайн-лагерь. Когда впервые я узнала о таком опыте, это был опыт Кишиневского отдела образования, то я сама отнеслась несколько скептически к этой идее. Как и у молодежи, так и у взрослых были скорректированы планы на лето. Планы на лето у нас были тоже, как и у всех. Ребенок планировал поехать в лагерь, а затем мы планировали поехать на море, как обычно. Но в этом году резко планы изменились, и в этом году мы стараемся больше находиться дома, никаких развлекательных мероприятий, никаких, не отмечаем никакие события. Мы стараемся меньше общаться с соседями, только на расстоянии. Напомним, что с 15 июня в Молдове вновь вводится ряд ограничений из-за роста заболевших COVID-19. К сожалению, сейчас наступило такое время, но здоровье, конечно, важнее. Однако, как же провести это лето 2020 года? Как вы поняли, ребята, с нашего репортажа, большинство молодежи изменились планы. Расскажите, пожалуйста, изменились ли ваши планы на это лето? Коротко. Ира. Планы во многом изменились, потому что, во-первых, не поехать никуда отдохнуть, не выйти погулять, так как раньше было. Как вы проводите каникулы в это лето? Никак. Дома сидим, да. Дома работа всегда да, найдется, всегда, да? Спасибо, Дима. Расскажите, пожалуйста, ваше летнее времяпрепровождение. Чем вы занимаетесь, как вы выходите из этой ситуации, чтобы и следить за своим здоровьем, и как-то отдохнуть перед учебой? Свое летнее время я провожу таким образом, что у меня была практика в АТВ. Я месяц работал журналистом именно в качестве репортера. Но сейчас я отдыхаю. И я бы не сказал, что у меня как-то особо планы изменились на лето, потому что я не почувствовал, так как я живу в селе Буджак, и там не настолько строгие меры, как в Камрате. Вот в Камрате прям изначально это очень пресягалось, а у нас в Буджаке как-то, ходишь по дороге и все нормально.
и никаких прям вот таких вот жестких мер не предпринимается. Хорошо, спасибо. Интересно. Настя, расскажите, пожалуйста, как вы это лето проводите? Что изменилось в ваших планах? Что вы планировали? Вообще я планировала поехать к папе в Россию, но так как сейчас все границы закрыты, этого сделать не получится. Но, возможно, не скоро откроется, но я уже на билет поеду. Еще были планы поехать на море, тоже отменилось. А так из планов больше ничего нет. Сейчас только на картинку включаешь море, да, и отдыхаешь. Так, видела, многие так делают. Включают звук, вот весь отдых на море. Спасибо. Алена, как вы проводите это лето? Что изменилось в ваших планах? Это лето я провожу, если честно, не очень, мягко говоря. У меня было оно расписано с начала до конца, но никак не получается осуществить все планы. У меня был первый месяц, это подготовка, сдача экзаменов, там по некоторым курсам, потом поездки и последний месяц отдых в Камрате, но не получается. Почти все заведения закрыты, только если отдыхать на природе. Хорошо, спасибо. Дима, скажите, пожалуйста, вот участники в вопросе в нашем репортаже высказались, что им бы хотелось выехать за границу отдохнуть, но пандемия, вот эта система помешала. Вы планировали отдыхать за границей, и как вы смотрите на вот эти ограничения, что сейчас такие ограничения для молодежи, и молодежь не может как-то себя реализовать в это лето? Можете первый вопрос повторить? За границу ты планировал когда-то уезжать? Был у тебя опыт такой? Ну, конечно, я выезжал на море, и я планировал и в этом году тоже выехать на море, но эти планы были прерваны тем, что карантин наступил, и... Как ты смотришь на вот эти ограничения, то, что, Я считаю, что сейчас у молодежи нет вот такой возможности, как прошлое лето, например, отдыхать, куда-то выходить? Я считаю, что это неправильно. Эти ограничения не должны были быть введены, потому что карантин не должен был быть вообще. Ведь да, коронавируса я считаю, что нет. Возможно, он есть, но это не так пагубно, он не так пагубно влияет на здоровье человека. Поэтому я считаю, что ограничения не оправдали себя. У кого-то есть другое мнение? Я хотела поспорить тоже. Почему вы так не согласны, Настя? Потому что, по-твоему, типа, во всех остальных странах тоже закрывают на карантин, и, типа, это просто так делают? Не потому что люди заболели, как бы, зараженных действительно много, и, не знаю, мне кажется, что это неоправданная точка зрения, просто, как бы, ты просто видишь, что никто не соблюдает меры, и, типа, кажется, что никто не болеет, но больницы переполнены. Алена, ваше мнение? Тоже думаю, у меня есть несколько живых примеров. У меня мама, папа врачи, и я знаю достаточно много о коронавирусе. И это не так, как ты думаешь, просто, легко он переносится. Ну, тема сегодняшней нашей передачи, конечно, не коронавирус, но с этим связано. Спасибо, Дима, за ваш... Но я хотел бы еще кое-что добавить. А вы не думаете, что эта статистика просто подтасована? Я тоже думала об этом, Дима, но люди умирают. Ну, люди во все времена умирали, они там от рака, не знаю, от каких-то других болезней. Где гарантия того, что просто вот человек, допустим, болеет раком, и он умер, и не написали, ему не приписали коронавирус? Хорошо, Дима, а как вы считаете, какой выход из этой ситуации? Вот вы с этим не согласны, но это, возможно, есть. Что вы предлагаете? Я думаю, нужно доказать то, что коронавирус не так опасен. То есть для вас, если не так будет строго, будут какие-то ограничения, но не такие строгие, то есть вам это больше... Ну, мы же не ставим карантин из-за того, что у нас грипп, допустим, гуляет. Может, коронавирус это такой же грипп обыкновенный. Я так считаю. Спасибо, Дима, за ваше мнение. Ира, во время опроса говорилось о том, что многие бы хотели провести это лето в лагере, но из-за пандемии система немножко поменялась, я об этом говорила Ольга Ивановна Третьяк. Вы бы хотели быть в числе этих людей, отдыхать летом в лагере? И вообще, знаете ли вы про этот онлайн-лагерь, и как вы к этому относитесь? Я не знаю про этот онлайн-лагерь, я не слышала еще, но как бы хотелось посмотреть, попробовать, поучаствовать в этом, что это такое. А вообще в вашем представлении вот такой выход из ситуации пандемии, нельзя собираться массово, управление молодежи и спорта, вообще наши власти решили такой выход из ситуации онлайн-лагерь. Как вы вообще к этому? Выход ли это? Или можно было как-то по-другому? Тяжело сказать. Время провести молодежь? В этом году
Думаю, что правильно, что они так сделали, чтобы не выпускать людей, чтобы дальше не пошло заражение, и чтобы не было, чтобы люди не гуляли. Спасибо. Алена, как вы относитесь? Вообще, как вы проводите это лето? Вот вы сказали, у вас очень много планов, но как вы это все реализовали, свои планы? Я их реализовала, можно так сказать, онлайн. Например, те же курсы на английском. Я вижусь, получается, через экран, вижусь с учителем, и хоть это спасает, не забываю. Но поездки, конечно, уже перенесем, надеюсь, на сентябрь, если получится. Угу. Хорошо, спасибо. Настя, если бы у вас была возможность отдохнуть в лагере офлайн или онлайн, вот тоже мнение, как вопрос как Ерик, что бы вы выбрали и вообще слышали ли вы об этом способе отдыха для молодежи, выходе из ситуации в период пандемии? Я слышала об онлайн-лагерях, но я не представляю, как это выглядит, вообще не представляю. И если честно, мне кажется, что это вообще не то, как бы. Я думаю, что живое общение намного лучше и... А вообще, как обычно молодежь, вот если не брать пандемию, как обычно молодежь проводит лето? Ну, собираются, тусят вместе, как бы, я не знаю, там танцуют, кушают, пьют. Ну, вообще, как бы, занимаются саморазвитием тоже. Там спорт, читают книги, вот я слышала много в репортаже и немного удивлена. То есть вы считаете, что у нас молодежь не Нет, так особо к книгам? Да, я так думаю. Особенно что... летом, да? Ну, да, скорее всего. Но сейчас, возможно, действительно... Ну, вообще-то все люди разные, поэтому кто-то читает, кто-то нет. Угу. Алена, вот вы как относитесь к чтению книг во время сейчас пандемии? Наверное, тоже хорошая альтернатива, чтобы никуда не выходить, с чем-то занять себя летом. Да, я вот тоже прочла несколько книжек, но никак не дошла до летней литературы школьной. Не могу себя заставить. Все-таки хочется отдыхать, наверное, летом, да? Не то, что, а художественная литература, не знаю, она на любителя. Вот есть книжки сейчас современные, там о психологии, о саморазвитии, их люди читают, мне кажется, больше, чем литературу 19-20 века. Вообще, как ваши сверстники проводят лето? Все, мне кажется, по-разному. Кто-то занялся вот упорно саморазвитием, спортом, чтением, а кто-то просто сидит в ТикТоке, сидит в разных социальных сетях, отдыхает, да, готовится морально к школе. Так вот. Спасибо. Ира, как ваши сверстники проводят это лето? Может, друзья рассказывают, чем занимаетесь? Мне кажется, что все одинаково проводят лето, потому что у всех одно и то же. И кто работа, как бы, кто-то учится еще до сих пор. Есть кто как проводит. Все по-разному, может, и некоторые одинаково. Дима, ваши сверстники в Буджаке, как вы проводите? Вы сказали, у вас не такие ограничения. Наверное, собираетесь футбол, волейбол? Ну, не сказал бы, что у нас есть возможность играть в волейбол. И, футбол. И есть у нас одна площадка, поэтому, да, собираемся, играем иногда в футбол. На свежем воздухе все равно соблюдайте, потому что сейчас правило немного человек. Да, но в футбол играют помладше, ребята помладше. А если говорить именно о моих сверстниках, то тоже действительно по-разному. Кто-то занимается саморазвитием, а кто-то просто проводит время развлекательно. Онлайн, все пришли онлайн. Да, просто развлекается как может. Спасибо, ребята, за ваше мнение. Хотелось бы сейчас перейти к нашему эксперту. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях начальник отдела по развитию молодежной политики Гагаузии Ольга Третьяк. Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, что вы предлагаете, чтобы молодежь, чем занималась молодежь, может заниматься молодежь в это лето, в период пандемии? В этом году все отдыхают дома, абсолютно все. Тут возникла дискуссия, что лучше, онлайн-лагерь или реальный настоящий лагерь. По-моему, это несомненно, безусловно, обсуждению не подлежит, что тесный контакт – это, естественно, самое лучшее времяпрепровождение для молодежи. Но, к сожалению, в этом году нам выбирать не приходится, поэтому мы только исходим из той ситуации, которая вот есть на сегодняшний день.
И нашему управлению было рекомендовано провести те мероприятия, которые можно предложить молодым людям для развлечения в летний период именно в режиме дистанционного образования. Поэтому был организован онлайн-лагерь. Что это такое? Это дистанционные занятия. Больше, конечно, ориентированы на детей и на подростков, но вместе с тем, что это собой представляет. На сегодняшний день, вот сейчас буквально у нас продолжается 3-я смена, уже где-то половина прошло. Перед этим, естественно, были 2, 1-я и 2-я смена. В течение 2 недель дети имели возможность заниматься в кружках по интересам. Объявление об открытии онлайн-лагеря было размещено на сайте нашего управления, было размещено в различных социальных сетях, рекламировалось в средствах массовой информации, на страничке Facebook и так далее. И дети, открыв информацию об этом, могли зарегистрироваться в том кружке, который был им по душе. Что это такое? Ну, это различные кружки детского творчества. Это кружки по вокалу, это кружки по хореографии, это кружки, допустим, по шахматам. В 1-й смене вот у нас был кружок Soft Skills, развивающие игры для детей при помощи Урбан-центра. То есть очень-очень-очень различные кружки, которые дети в течение 1-1,5 часа в день могли подключиться и провести с пользой время. Конечно, это не заменит живого общения, как я уже говорила, молодежь любит потусить, встретиться, пообщаться, очень интересно. Но давайте говорить откровенно, сегодня дети чем занимаются летом, особенно если родители не находятся дома? Для них неограниченный доступ к интернету, и они посещают те сайты, которые иногда вызывают сомнения, да, иногда не бывают полезны им, иногда и вред приносят. Вспомним вот эти все игры, «Синий кит» и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, будет гораздо полезнее, если ребенок будет занят чем-то, тем, что его развивает, его движет дальше. Вот для этого и был организован онлайн-лагерь. Я хочу сказать, что такая форма занятия, она новая для нашего управления, но она в принципе не новая. Кишиневский отдел образования каждое лето детям предлагает различные кружки дистанционно по интересам, и уже дети могут выбрать, если им это интересно. А у нас вот это вынужденная мера. Вы сказали в интервью, что вы как-то скептически к этому отнеслись, когда узнали, какие у вас были ожидания и в реале что произошло? Скептически почему? Скептически, потому что я педагог с большим стажем. Кроме этого, я возглавляю настоящий детский лагерь уже в течение 8 лет. И я знаю, что такое организовать оздоровительный летний отдых. Там дистанционно не поплаваешь в бассейне, дистанционно не поиграешь в теннис, и не станцуешь на дискотеке с друзьями и так далее, и так далее. Вот в этом плане скептически, потому что я знаю, что дети занимались более 2 месяцев дистанционно в школе. И когда мы говорим о том, что долгое время за компьютером приносит вред и зрению, и гиподинамия, и у нас и повышенный вес у детей, и внутричерепное давление, и так далее, и так далее. Вот почему эта идея, конечно, для меня, как для родителей, как для педагога, не самая лучшая. Но я повторяю, что это вынужденная мера. Все равно они сидят в интернете, так пусть они этот час лучше проведут с пользой. Какие ожидания? У нас практика показала, что в 1-й смене у нас отдыхало больше всего детей. Занималось больше всего детей. Это было новое, это было им интересно. Во 2-ю смену поменьше, и в 3-ю смену сейчас еще поменьше, потому что детям нужно отдыхать, в конце концов, бегать, на скейте кататься, мячик гонять и так далее. А как вы вот эту подвижную деятельность поменяли в онлайн? Даже не побегаешь совместно? Смотрите, есть у нас на официальной страничке Facebook нашего управления есть фотоотчеты, видеоотчеты, и можно открыть и посмотреть, как это на самом деле воплотилось в жизнь. Те же самые кружки хореографии, какой-то гимнастики. Вот так детки смотрят на монитор и повторяют эти движения, хотя бы они двигаются, хотя бы не просто сидят. Как педагоги к этому, которые с детьми вот этим занимаются? Для педагогов многих это была тоже новая форма, но все новое, кроме того, что имеет плюсы и минусы, да, оно еще и вызывает интерес что-то постичь новое. Поэтому они взялись с воодушевлением за это дело.
понравилось им. Но, знаете, вот когда мы в конце каждой смены собираемся подводить итоги и смотрим, что получилось, что как-то изменить нужно, прозвучала такая фраза: нужно красиво начать и красиво закончить. То есть это не должно длиться долго с тем, чтобы где-то доставлять дискомфорт, где-то надоедало, поэтому вот дети должны соскучиться к следующему занятию. А вдруг, если вдруг эта пандемия продлится еще до следующего лета, вы продолжите такой формат? Давайте будем думать только о хорошем. В принципе, мы готовы к этому, но не дай бог она продлится. Я бы хотела еще сказать, что это больше для детей и подростков, а вот непосредственно для молодежи, да, у нас проводился фотоконкурс «Молодежный формат», который, я немножечко удивлена, что молодые люди об этом не слышат, потому что все мероприятия по линии нашего управления, они широко освещаются в средствах массовой информации, в соцсетях, в группах, среди молодежи, на наших сайтах и так далее. А молодежный формат – это конкурс, который вот длился 2 месяца. В каком плане? Весь июнь поступали работы от молодых людей. Там у нас есть 12 направлений. Работы любительские, работы не специально мы продумали таким образом, чтобы те молодые люди, которые не имеют профессионального фотоаппарата, могли поделиться интересными снимками, сделанными на телефон. Все сегодня любят селфи, так хотя бы вот это можно было бы отправить и участвовать в нашем конкурсе. Что у вас еще есть запланировано это лето? В течение июля месяца у нас заседали комиссии и несколько отборочных комиссий, которые вот уже отобрали по 12 номинациям работы, определились гран-при. И сейчас у нас до завтрашнего дня ведется подсчет или еще набор голосов за приз зрительских симпатий. И в начале августа мы проведем уже церемонию награждения тех, которые победили в этом фотоконкурсе. Поэтому была и такая форма вот для молодежи. Спасибо, Ольга, за ваше экспертное мнение. Сейчас мы возвращаемся к нашим ребятам. Напомню вам, что тема нашей сегодняшней программы – каникулы во время пандемии. И сейчас хотелось бы услышать аргументы и мнения наших участников. На тему онлайн-лагерь – это хорошая возможность отдохнуть, не выходя из дома. Или же наоборот, онлайн-встречи – это плохая идея, времяпрепровождения в эти летние каникулы. Сейчас мы и узнаем мнение наших участников, кто как думает и как они могут проаргументировать, и какие решения, может, они могут предложить выход из этой ситуации. Пожалуйста, ребят, кто хочет сказать, за вы онлайн-лагерь или против? Эта идея. Давайте с вас. Вообще, я не против онлайн-лагерей. Я считаю, что офлайн-лагерь, то есть встреча вживую, это интереснее, но я считаю, что онлайн-лагерь это тоже достаточно интересный опыт. Я никогда не пробовала, но это все равно общение, все равно можно что-то для себя новое взять, наверное. Алена? Тоже считаю то, что в нынешнее время это самое лучшее времяпровождение дома. Если человек, например, живет не в городе, а в селе, у него нет такой возможности куда-то пойти, встретиться с друзьями. Денежных средств, куда-то ездить, тратить деньги. И человек может просто, не выходя из дома, смотреть на экран и что-то делать, как-то разбиваться. То есть совместно с друзьями не надо тратить на дорогу, ездить, время тратить, это тоже занимает время, это лучшее, мне кажется, сейчас времяпровождение. Ребят, вы согласны? Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, как вы сможете аргументировать, как вы считаете? Я так скажу то, что это две стороны одной медали. Здесь нельзя выразиться за или против. Здесь можно сказать только то, что с одной стороны действительно онлайн-лагеря лучше, потому что действительно ты можешь сэкономить свое время и не выходить, и не тратить время, допустим, на то, чтобы добраться, допустим, до какого-то места, где проводятся какие-то развлекательные передачи, я не знаю, или какие-то проекты реализовываются. Но можно сказать также то, что это и плохо, и то, что онлайн-лагеря проводить в них время, это достаточно плохо. Из-за того, что это в первую очередь нет никакого живого общения, нет взаимодействия между людьми, и это
просто нарушает. А как вы думаете, а вдруг это может просто привычка вот отдыхать, вместе собираться? Может быть, сейчас время, технологий, 21 век, все меняется. Может быть, когда-нибудь, через какое-то время все будет онлайн. Но я считаю, если будут технологии дальше, то люди не смогут развиваться дальше. Они просто будут тупо сидеть за компьютером и ничего не понимать. Ну, тупо сидеть за компьютером, это не просто сидеть за компьютером, ты... Я понимаю, общение с друзьями, но это не то живое общение, которое ты онлайн проводишь. Ты делишься своими эмоциями, ты делишься какими-то разными впечатлениями. Это совсем другое, что онлайн, что живое общение. Вообще, если так сказать, то жизнь — это динамика. И если в онлайн сидеть, то никакой динамики не происходит. Ты просто сидишь тупо у экрана, проводишь свое время, но это не то время, которое ты мог бы провести в движении. То есть, допустим, позаниматься, побегать или что-то поделать. Это развитие, в первую очередь, и для твоего тела. Может, ты умственно как-то развиваешься в онлайн, но если ты хочешь развивать свое тело как-то, то ты должен и проводить не онлайн. Ну, можно, вот и есть в интернете, вот Ольга Ивановна говорила, дети и танцуют, они же это двигаются, они же не просто сидят, они двигаются, что-то делают, но вот как вы считаете, что... Мне кажется, это хорошая альтернатива, но сейчас у нас нет такой возможности куда-то ходить на какие-то кружки. Почему бы нет? У нас сейчас безысходная ситуация. Но вы согласны с тем, что онлайн это вот сидеть без движения, движение это спорт? Нет, движение нет, это почему? Если человек хочет заниматься спортом, он найдет это время и позанимается. Настя? Ваши. А ваши аргументы, почему вы считаете? Я считаю, что онлайн-лагерь — это недостаточно хорошая альтернатива живому общению, но на данный момент это единственное, что у нас есть. Поэтому, думаю, что это... Хорошо, а может у вас есть какие-то идеи, решения, другие решения, не онлайн? Как можно провести досуг лето, чтобы с меньшим контактом и возможностью заразиться? Можно? Ну, я не знаю, там же есть какие-то правила, допустим, не больше 50 человек собираться или что-то такое. Поэтому, я думаю, просто делиться на группы. Одна группа, допустим, вот там-то проводит время, потом вторая группа собирается, проводит время. И если, допустим, кому-то обидно, что он не может встретиться с тем человеком, то можно меняться. А вот постоянно группы, постоянно меняться людьми в группах. И в действительности сейчас в школу уже пойдут, будет и смешанная система. То есть кто-то будет ходить, кто-то не будет. Вот ваши, как вы, можно ли было или онлайн сделать, или не онлайн? Сделать этот лагерь вот так по группам, как Дима сказал? Да, можно сделать, например, одна группа будет онлайн, а другая в живом общении. То есть просто все меры предосторожности. Да. Я очень рада, что управление образования решили нам хотя бы вот так скомбинировать, чтобы мы виделись с людьми, может, не каждый день, но был какой-то контакт. А вы сказали, что раньше в передачах, что коронавирус есть, и люди заражаются. Хорошая ли эта идея все-таки собираться по группам, или лучше не рисковать сейчас и все-таки сидеть дома? Даже не знаю, это такое двоякое мнение. И может, люди, которые постарше, им надо побольше сидеть дома. Молодым они быстро переносят и легко этот вирус. И не влияет он так сильно на здоровье, как пожилым. Так, у вас есть какие-то еще аргументы, что онлайн-лагерь лучше, чем период пандемии? Не знаю, мне кажется, что нет. Потому что раз можно до 50 человек собираться группами именно на открытом воздухе, тогда почему бы не сделать вживую все это? Короче, ребята, вы вообще, я знаю, что... Я думаю, это связано с тем, что изначально эта команда считала, что живое общение лучше. Да, есть какие-то... Нет, мы все говорим, вот и Ольга Ивановна говорила, Третьяк, что живое общение, конечно, лучше, это жизнь. Да. Но сейчас такое время, если именно в этой ситуации. Да. Если говорить именно об этой ситуации, то да, онлайн-лагеря пока карантин существует, онлайн-лагеря действительно более полезнее на данный момент. Спасибо. Такое неоднозначное мнение у наших участников. Спасибо большое за ваше мнение, за дискуссии, за то, что вы креативные, хорошо мыслите, интересные и не стесняетесь высказать свое мнение. Дорогие
Телезрители, напомню вам, что это были молодежные дебаты. Тема наших дебатов – каникулы во время пандемии. С вами была Елена Янак и наши участники Дмитрий Гораба, Анастасия Кирилловская, Ирина Николаева и Алена Барбаруш. Спасибо вам за то, что пришли к нам на дебаты. Увидимся на следующих дебатах. До скорых встреч!